Здравствуйте! Вас приветствует школа Тибет Класс и я, Тамара Илюхина. Давайте мы с вами сейчас поговорим о двух тибетских глаголах, которые оба переводятся на русский язык как «учиться». Первый глагол лобджонджи, собственно говоря, состоит из существительного лобджон – обучение, учеба, и глагольной части че – выполнять, заниматься. И второй глагол джан. Джан – учиться, тренировать, тренироваться. Первый глагол лобджонджи. Как мне его употреблять и в чем отличие от второго глагола? Глагол лобджонджи я буду использовать, если речь идет об обучении в школе, об учебе в учебном заведении, где изучаются разные предметы. Или если наука, которую мы с вами изучаем, включает в себя целый массив, состоящий из разных направлений и групп знаний. Наш пример. Хлобдра ченмола лобджонче гиё, где хлобдра ченмо – это институт, ла – грамматическая частица, оформляющая местоположение, и лобджонджи – глагол «учусь». Глагол лобджонджи я использую об обучении в школе, в институте, в университете. В данном примере мы с вами использовали предложение первого лица настоящего времени, о чем мне говорит глагольное окончание ки-йо, окончание для первого лица настоящего времени. Итак, наш пример. Учусь в институте. Хлобдра ченмола лобджонче гиё. Нанчо – буддизм. Нанчо я тоже буду изучать глаголом лобджонджи. Нанчо лобджонче гиё – изучаю буддизм. Сорик – медицина. Медицину мы тоже изучаем глаголом лобджонджи, потому что медицина включает в себя много разных направлений, разного рода знаний, и фармацевтика, и процедуры, и диагностика, и теоретическая медицина. Мы с вами будем использовать глагол лобджонче. Наш пример – сорик лобджонче гиё – изучаю медицину. А вот если мы с вами изучаем иностранный язык, то я буду использовать глагол джан. Например, пёкен джан гиё. Пёки – это тибетский разговорный язык. Джан – глагол учу, когда я учу одну какую-то дисциплину. И мы с вами в нашем примере также используем в настоящее время первое лицо. Пёки джан гиё – я учу тибетский язык. Достаточно распространенный вопрос, который мы можем услышать от носителей. Пёки кавар джан паин. Пёки – тибетский разговорный язык. Кавар – вопросительное слово «где». Джан паин – учил, изучал. Здесь у нас с вами использовано окончание прошедшего времени. Таким образом, нас спрашивают, где вы учили тибетский язык. Но в нашем случае мы с вами ответим «Урусула джан паин» – учил в России. Итак, мы с вами разобрались в разнице использования двух глаголов лобджонджи и джан. И очень жду вас на нашем сайте, в наших соцсетях и на уроках нашей школы Тибет Класс. Всем джамаджальон. До свидания.